Сегодня в Уфе искали разбившийся вертолет. Это сценарий первых совместных учений поискового отряда «Лиза Алерт» и МЧС. Зона поиска — лес, в крушении 4 пострадавших. Как обучают тех, для кого поиск — синоним жизни, репортаж Юлии Нигматуллиной. Саша! Полина! Работа на отклик – так называют эту процедуру поисковики. Человека, потерявшегося в лесу, громко зовут по имени. Предпочтение дается именно женскому голосу, особенно если ищут ребенка. Лучше играть женским голосом, потому что ребенок изначально как бы предрасположен к матери. И женский голос, он как бы в лесу, у него тон выше, и дальше слышно его. Артур Мавлияров – слесарь по профессии, поисковик по зову сердца. Говорит, еще год назад и представить не мог, что все свободное время будет посвящать поиску совершенно незнакомых ему людей. Но трагическая история гибели 7-летнего ребенка в Чешминском районе этим летом произвела на него большое впечатление. Мальчик ушел пасти гусей, а спустя сутки его тело обнаружили в реке. Самое тяжелое услышать две таких нежелательных буквы, как НП. Это найден, погиб. Когда уже возвращаешься домой, начинаешь осознавать, что где-то не успели, где-то не зависело от нас, кто-то плачет, кто-то просто молчит. Стоим линией, берем перед собой что-то, вот дерево, куст, что-то заметное, и идем на этот предмет. Сегодня поисковый отряд «Лиза Алерт» Башкортостан отрабатывает навыки работы в лесу. Это их первые совместные учения с сотрудниками МЧС. Условия максимально приближенные к реальным. На пути к месту сборов машина поисковиков застревает в снегу. По сценарию произошло крушение вертолета. 4 пострадавших человека где-то в чаще. Добровольцы делят карту на квадраты и начинают поиск. Новичков учат по компасу выставлять так называемый аварийный азимут. Направление, по которому поисковик может вернуться, если вдруг потеряется сам. Лиса 1, ответь Заре. Почему позывные, а не по именам? Потому что у нас несколько Алексеев, несколько Рустамов, поэтому позывные. В ходе поиска важно обращать внимание на любые детали. Личные вещи, обрывки одежды. В одном из сугробов поисковики находят разбитый шлем. Еще несколько минут и по рации сообщают. Один из пострадавших в крушении найден. Поступил сигнал, выдвинулись к месту обнаружения пострадавшего. Едем на снегоходе с прицепом. В лесу снегоход неожиданно наезжает на заснеженный, потому незаметный пень. Однако спасателям все-таки удается добраться до места назначения. У вас где-нибудь что-нибудь болит? Я ногу не чувствую. Ногу не чувствуете? А какую? Левую, правую? Правую. Перелом голеностопа. Опирайтесь на плечи, на ногу не вставайте, ладно? Пострадавшего, или как его называют здесь, потеряшку, доставляют к штабу, где оказывают первую медицинскую помощь, накладывают шину. Медицинский бинт поисковики используют не только в качестве перевязочного материала, но и как ориентир. Его привязывают к любой ветке или дереву и по нему определяют направление движения. В случае, например, если отказывает навигатор. И хотя все пострадавшие сегодня – это статисты, на лицах поисковиков улыбки. Каждый из них вспомнил свои эмоции, когда в реальных поисках удавалось найти человека живым. Ощущаешь радость, счастье, и ты понимаешь, что родные, которым потеряшку привели домой, тоже счастливы, например, сидят там вместе, чай пьют. Самый частый вопрос, который им задают – какая у вас зарплата? Но зарплаты нет вообще. Добровольцы выходят на поиск в любую погоду. Холодно, сыро, усталость валит с ног. Но, возвращаясь домой под теплое одеяло, они думают о том, кто в эти самые минуты замерзает в лесу и надеется, что его спасут. Им некому больше помочь. Если мы не поможем, кто им поможет? Юлия Нигматуллина, Булат Садриев. Новости. Уфа.